Галоўная маладзёжная будоўля трох апошніх гадоў сустракае шматлікіх гасцей. Перадача сімвалічнага ключа, пераразанне чырвонай стужкі і для былога ваеннага будынка пачалася новая старонка доўгай гісторыі. Месцам стварэння маладзёжнага патрыятычнага цэнтра стаў будынак былога штаба 125-га стралковага палка на тэрыторыі кубрынскага ўмацавання Брэсцкай крэпасці. Ідэя стварэння цэнтра належала Рэспубліканскаму саюзу моладзі. Праект падтрымаў і прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко. Главная идея данного патриотического центра заключалась в том, чтобы молодежь обучать на конкретных примерах. Для того, чтобы здесь, на героическом месте, на историческом месте, проводить военно-патриотические лагеря, проводить занятия постоянные кружковые с использованием современных технологий, это и с использованием и лазертаг вооружения, и страйкбольного вооружения, для того, чтобы проводить здесь международные лагеря, объединяющие молодежь различных государств. Те традиции, которые были заложены давно еще, они должны сохраняться, а молодежь на примере, и находясь на территории Брестской крепости, будет, конечно, заниматься, прежде всего изучать историю, военное дело. У цэнтра ўжо ёсць і першыя вучні. Яны дэталёва вывучаюць гісторыю ад айчыннай вайны 1812 года да Другой сусветнай і будуюць на будучыню напалеонаўскія планы. Ужо восенню яны збіраюцца правесці палявы выхад. Мы изучаем историю, занимаемся строевой подготовкой, узнаем много нового. Опять же, поездка, экскурсия. Очень интересно. Одно дело смотреть кино, а второе дело попробовать руками. Потрогать, пожить здесь, побыть. Вот. Для меня, например, это очень важно. Для наших кадетов мы занимаемся военно-исторической реконструкцией. Хороший подарок для нашей работы. У нас здесь будет и, конечно же, делаться и патриотическое воспитание молодежи. Но, конечно, мы здесь будем собирать и волонтеров, и наших бойцов молодежных отрядов охраны правопорядка. То есть теперь у нас, можно сказать, появился свой такой дом молодежи, молодежный патриотический центр. Ужо есть заявки на правядзенне тут сумеснага беларуска-нямецкага валанцёрскага лагера па добраўпарадкаванні крэпасці, а таксама заявка ад рускага геаграфічнага таварыства. У хуткім часе тут будзе праходзіць і пошукавая работа, і работа валанцёраў. Олег Завадскі, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».